Председатель города Душанбе Рустами Эмомали встретился с делегацией провинции Хайнань Китайской Народной Республики, прибывшей с рабочим визитом в столицу нашей страны. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о налаживании сотрудничества в сфере торговли, экономики, образования, туризма и других областях, представляющих взаимный интерес. Стороны особо подчеркнули вклад глав государств, основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и председателя Китайской Народной Республики, уважаемого Си Цзиньпиня, в укреплении и развитии дружеских отношений и многопланового сотрудничества. Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в сферах легкой промышленности, производства продуктов питания, технологий, туризма, образования и привлечения инвестиций в эти важные направления экономики Душанбе. Основная часть переговоров была посвящена вопросам установления побратимских отношений между Душанбе и Хайнань. Хайнань – один из крупных центров морского туризма в мире, тропический климат которого позволяет выращивать и экспортировать более 50 фруктов и 120 видов продукции сельского хозяйства. В ходе переговоров между исполнительным органом государственной власти города Душанбе и народным правительством провинции Хайнань был подписан протокол об установлении отношений городов-побратимов между городом Душанбе Республики Таджикистан и провинцией Хайнань Китайской Народной Республики. На сегодняшний день город Душанбе установил побратимские отношения с такими городами Китая, как Урумчи, Сяньми. Около 58 миллионов киловатт в час электроэнергии произведено за последние сутки в Таджикистане. Об этом Авеста сообщили в профильных ведомствах энергетического блока страны. По словам источника, нынешний объем производства электроэнергии хватит для удовлетворения потребностей республики, а также остается для небольшого объема экспорта в соседний Афганистан. Основной объем производства электроэнергии приходится на Нурекскую гидроэлектростанцию, Сагдудинский ГЭС-1 и 2, а также Душанбинскую ТЭЦ-2. В энергосекторе также сообщили, что экспорт электроэнергии в Узбекистан и Кыргызстан осуществляется по схеме суточного сальдо, то есть в пик нагрузки страны обмениваются взаимными поставками электроэнергии. Таджикский ученый удостоен премии шейха Хамада за переводческую деятельность. 11-12 декабря в столице Катара, Дохе, состоялась международная конференция переводчиков. Как сообщает Департамент информации МИД, в конференции принимали участие ученые-исследователи из свыше 20 стран. По итогам конференции решением международного жюри первое место в номинации «Лучшая переводческая деятельность» занял труд профессора из Таджикистана, доктора филологических наук Сайдрахмона Сулаймуни. 12 декабря в Дохе прошла церемония вручения премии эмира Катара шейха Хамада в переводческой сфере, которой был удостоен профессор Сайдрахмон Сулаймуни. Информационное агентство «Авеста». 4 звуковых выпуска в день, и все это для тебя. Международная конференция, посвященная 400-летию великого поэта и просветителя Муробида Саидои Насафи, открылась накануне 13 декабря в Академии наук Таджикистана в Душанбе. В начале конференции помощник президента по социальному развитию и общественным связям академик Абдуджабур Рахмонзода зачитал приветственное послание президента Эмомали Рахмона участникам конференции. В своем приветственном послании лидер Таджикистана поздравил участников конференции с 400-летием Саидои Насафи и 550-летием Наджмиддина Кавкаби. Постановление правительства Таджикистана от 31 мая 2018 года в текущем году по всей стране отмечаются исторические даты: 550-летие таджикского поэта и музыканта Наджмиддина Кавкаби и 400-летие великого таджикского поэта-просветителя Саидои Насафи. Известный таджикский спортсмен Комраншох Устопирен выступит на турнире «Звезд Дзюдо», который пройдет 15-16 декабря текущего года в Гуанчжоу, КНР. Всего вместе с Комраншох Устопирен на турнир Гуанчжоу Мастерс 2018 приглашены 16 борцов «Звезд Дзюдо» из различных стран мира, занимающие лидирующие позиции в мировом рейтинге в своих весовых категориях. Комраншох Устопирен является единственным таджикским борцом дзюдо, занимающим наиболее выгодную позицию в мировом рейтинге дзюдо. Всего в турнире Гуанчжоу Мастерс 2018 в Гуанчжоу ожидается участие 534 спортсменов из 53 стран. После чемпионата мира по дзюдо турнир «Звезд Дзюдо» считается самым престижным среди соревнований, проводимых под эгидой Международной федерации дзюдо. Информацией сыт не будешь. Будешь информирован, если даже не сыт. Информационное агентство «Авеста».
Национальная сборная Таджикистана уступила сборной Омана в первом товарищеском матче, который состоялся 13 декабря на стадионе Султана Кабуса в Маскате. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев. Все 3 гола в игре были забиты под занавес матча. В воскресенье 16 декабря национальные сборные Омана и Таджикистана проведут повторный товарищеский поединок, который пройдет на стадионе Султана Кабуса в Маскате и начнется в 18:30 часов по местному времени, 19:30 по душанбинскому.